старейшины ингушского народа приняли судьбоносное решение добровольно войти в состав многонациональной семьи Великой России. Это решение действительно стало судьбоносным и политически верным для ингушей. За минувшее время народ прошел путь, насыщенный многими испытаниями и успехами. Он сохранил и приумножил свое культурное богатство. Тогда наши старцы выбрали хорошее будущее, хотя не были учеными и политиками, интуитивно поняв вектор развития на века вперед. Сегодня мы видим, что они оказались правы. Это действительно были такие очень тяжелые времена, когда здесь, на Кавказе, сталкивались интересы разных государств, и Персия, и Турция, и, значит, европейские страны. Все-таки ингушский народ выбрал, что надо быть вместе с Россией. И то слово, которое было дано веками назад, оно не нарушено по сей день. Сегодня мы видим с вами, что свой долг выполняют наши братья, наши отцы, наши сыновья, значит, в зоне специальной военной операции, защищая интересы нашего Отечества. Ингушский народ в российском государстве имеет свою республику, национальный язык и письменность. И определенный период, будучи в составе Чечено-Ингушетии, тоже сохранил себя и самобытность. В 90-х годах, когда было очень тяжело стране и империи в целом, ингушский народ сумел сохранить твердые позиции с Россией. И здесь, на этой территории, принимали огромное число людей и с одной, и с другой республики. И при этом четко и осознанно шли по той линии, которую избрали для них предки. И именно Республика Ингушетия явилась первым образцом правовой культуры российской государственности вот в новое время уже. И тому подтверждением явилось возрождение государственности Республики Ингушетия. Мы с гордостью говорим о наших героях, генералах и Российской императорской армии, и уроженцев Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, когда тяжело стране, мы снова говорим о наших героях и говорим с ощущением чувства долга перед Родиной, а понятие «даймух» – Отечество, «дяхи» – Родина – всегда были священными для ингушей. В 2010 году Зейнеп Дзарахова получила диплом Всероссийского конкурса «Книга России». В этих учебниках она собрала обширный материал об истории и культуре народа и его судьбы в составе российского государства. Также в них представлены работы ученых, живущих за пределами. Приятно отметить, что книга «Россия и Ингушетия» была подарена главой республики президенту страны Владимиру Путину. То есть отношение к теме у нас самое серьезное, осознанное, с пониманием того, что путь был избран единственно верный, и сохраняя его, мы далее продолжаем развиваться, укрепляя свою государственность как часть огромной страны. Говоря об этой дате, мы отмечаем историю общеразвития народа, древних корнях и истоках. С кем идти бок о бок, выбор был сделан взвешенно. Именно добровольное вхождение в состав государства сыграло ключевую роль в дальнейшей судьбе Ингушетии. Мадина Богатырева, Мухаммад Индиев, Магаз 24.